Уже мы в прямом эфире. Значит, Подкова 2. Назву так и не написал, куда там, что там мне повинно написать. Ну, будем, нечто оборвалось тут у меня. Не зовсім умею користатися. Подкова 2. Так? Вот один человек глядите. Вітаю вас. Пишите свои питання. Оборвалося. Оборвалося у нас на тем, что я приехал в Минск у 90-м году. Ну, по-перше, откажу на питання Вячеслава Ананьева, что я, коли учился в литературу, я не пил. Так, абсолютно не пил. Я был амаль трезвенником. Я помню, когда мы с Славою на белорусском вокзале, я с гитарою белорусские песни спеваю, а его вышел сборник верша, может, першицы, другие там, Валаамский какой-то, Валаамский гость некий там. И я спеваю, и он свои книжки продает. И это был цудовный такой, скажем так, тандем наш. И он русский человек, там, непонятно с какой кривей, он там арамеец, себя лечит, евреем, непонятно кем. Вячеслав Ананьев мне постоянно ув'язував некую аферу, что будем икру черную продавать и так далее. Ну так мы ничего не разбогатели со Славой. Вертаемся до своей подковы. Я в 90-м приезжаю в Минск. Я женюсь на Веронице Брониславовне. Она мне нарожает 2 сынов потом уже. И будет хутка веселье моего старейшего сына. И вот эта подкова, якую я знайшов в 87-м году, и она весь час была со мною. Во всех интернатах, на Давида Радку, на Дражні. І потім, коли я женився, я прибивав її на двері інтерната на Авангардне, потім на Гамарник я прибивав. Це Подкова завсюди була. Потім, коли приїхали сюди на Банка, коли отримали 3-покойову квартиру, ця Подкова завсюди була на дверях. Але вона висела ось так, рогами вниз висела. Я помню, есть такая Ирина Богданова, это дочка Сашеньки Бориса. Її муж у нашому садику викладав малювання. І вона побачила цю подкову, і вона була така вражена, циганська подкова. Але от коли подкова прибита рогами вниз, это значит, ты все рассыпаешь в этот свет. Ну, все, что ты маешь, ты просто кидаешь в этот свет. И в 2017-м, когда у меня были серьезные проблемы, когда я рынул после смерти Нила Семеновича Гилевича, я чомусь так здарилося, что я вот не то что рынулся, меня познакомили с Вячеславом Сивчиком, это рух солидарности разом. И это как раз литерально, миновито после похования Нила Семеновича Гилевича, Славмир Адамович, Дмитрий Захаревич, и ніяк мене звели з Симчиком. Я якби долучився до этого руху солидарности разом. Я ніколи, я был человеком аполитичным, и раптом я, не то что я жбурнулся в политику, ну я просто думаю, ну вот сижу я один на инвалидности, никому не потребный, а тут я долучуся до некой суполки. Я нават думал, что магчыма праз іх я буду реализовывать свой талент. Нейкие выступления и так далее. Там. Мне что треба поэту, барду? Люди, аудитория. И я долучился до их, я год-полтора там ездил по разных акциях, туды-сюды с ними. Ну, я расчаровался, уволе расчаровался в политиках усіх. Но что-то не в этом. Что-то с тем, что в 2017 году, когда были Куропаты, когда Дмитрий Захаревич, там, помните, он отбивал там 14 дён и 15 ночей. Я там некалькі ночей ночевал, и моя гитара там ночевала, но мы там тоді отримали перемогу. Мы этого забудовника, який хотів будувати на Куропатах некий свой бізнес-центр, і він все зняв, ми отримали перемогу. Ось. Але потім я розчарувався во всіх наших білоруських політиках і зрозумів, що вони нас, мене в тим ліку, використовують як статиста. Вот и Кудласевич тут был, вот глядите, вот фотоздымки. Я расчаровался в них.
і няма нейкай арганізаванасці будзе. Это все пропустим. Але ў гэтым 2017 годзе, калі я всю семью поставіў на вушы, потому что я одночасова з гэтымі всеми протестами, з гэтымі акциями, з гэтымі выступы, з гэтымі адсіткамі на Акрэсціна, я еще паралельно пачаў рабіць ремонт. Ремонт на своей лоджии. Так атрымалася, сусед мой з 8-го подъезда выкинул такие цудоўныя половые доски, вагонку и так далее. Я спытаўся, а ты что это? А забирай себе. Я забрал. Я 2 сына было. Тады разом мы все жили. Зараз уже мы разбеглись. Ну, расшугал трошку я своих сынов, потому что не могут 3 медведя жить в одной берлозе. Это долгая история. Все это я описал. Ну и в вынику эта подкова была. Ну и так вышло, что у нас и двери поменялись, и так далее, потому что эти двери я выбивал, там меня на сутки сажали, там и сын сдавал меня на Акрэсціна, и милиция брала. Ну, сопротивлялся я, супротив, скажем так. Але сын старейший эту подкову сховал. До речі, про подкову. И вот коли, значит, новые двери поставили, мне сказали, батька, это дубовые двери, там с железом обиты. Не псуй наш... Я не границей стал, шуруповерт мне был. Ну, сейчас, думаю, прикручу эту подкову. Ускочила Вероника, ускочил сын старейший Микола. Куда ты будешь псовать? Отобрали у меня эту шуруповерт, отобрали подкову. Еще не сховали тогда еще. И вот мне так вот все это было так катавасия, непонятно что там, знаешь, все на меня, 2 сыны и жонка, все на меня навалились. Я тут нечто спробую робить, они ничего не допомагають, так що і на мене насідають. Іди обуть. І так отрималося, що ніяк було... викликали міліцію, участковый пришел. Я не знаю, не помню, кто выкликал. Участковый наш пришел. И, значит, он туда-сюда... А Вероника на меня при участковом кидается. А участковый говорит, выйдем на улицу. А мне эта подкова была в сумке. Выходим. Говорит, пошли, говорит, там типа оформят тебе. Я говорю, не буду ничего, я не пойду в ваше отделение. Ты ж бачишь, что робилось в семье. Говорит, все на меня. Говорит, иди куда-нибудь в кафе, выпей, отпочни. Ну я пошел пионерить, тут у нас есть кафе, пив-бар. А как раз гроши пришли на карточку. Ну и зашел я в кафе. Ой, слухайте, такая дивная история, я что, до речі, не описывал нигде. Я зашел, я ноги на стол, туди-сюди, я с палками тогда лыжными ходил. Зараз у меня палки, норвежские, как положено, а тогда были лыжные. Мне подарила на Курпатах женщина некая. Ось. Я туда пришла, за увагу заробила официантка. Туди-сюди, пришел, там бал такий некий охранник. Отобрал у меня палки, выкликал милицию. На меня 2 ОМОНовца прошло. Я помню, они пришли, а я подкову эту раз на стол. И на меня не взяли, не арештовали, ничего. Ну, это долгая история, долго рассказывать. Я знал уже про подкову. Сын сховал эту подкову. И она годы 1,5-2, она открыли в Америку, эти подковы я не бачил. Вот недавно, литерально 2 месяца тому, когда я снова наводил порядок у своей семьи, в своих архивах и в своих усіх справах, и знаходжу эту подкову. Я ранее її прибивав так, що висипалося. А зараз у інтернеті знайшов, як треба правильно прибивати подкову. А її треба прибивати ось так, рогами вверх. Мало того, цілий апарат знайшов у інтернеті, як типа з замовами і так далі. 3 свечки церковные поставить, нечто там сказать. Но я поставил 3 свечки церковные. Я нечто там сказал, а я и от себе добавил. И зараз у меня все будет выключно, все будет чудовно. И на заканчение, и зараз подкова висит, как положено, вот так рогами вверх, как все збиралось в мою скарбонку, как все приходило в мой дом. И гроши, и богатство, и доброця, и счастье. И все будет у меня чудовно и выключно. И на заканчение читаю верш.
Чули вірш, який написаний давним-давно. Випадково знаходять подкови, говорить, на щастя знайсти. Але щастя не випадково трапляється на житті. Можна знайти копійку на вот і цілий клад, але чомусь спрадвеку шукають сердечний лад. Хоч лад той не випадковий, любов не валун на шаши, кохання для щастя подкова, знайдеш век бережи. Ось знайшов я подкову 89-й і буду век до гробовой доски берегши эту подкову. И она будет висеть мне на дверях. Вот так, рожками вверх. Тем более с обрадом, тем более от себя добавил. Так что у нас все на Беларуси будет чудовно. Стоп таракан і живе Білорусь. А зараз буду відказувати на ваші питання. Які питання тут з'явилися? Валаамський гость. Вячеслав Ананьев поправляє, Валаамский гость. Так, Слава, Валаамский гость. У меня с твоим автографом эта книжечка лежит на самом почетном месте. Так. Во имя Новой Беларуси нужно бросить. Что бросить? Валерий Астукевич. Что бросить? Не разумею, Валерий, что бросить? Бросить подкову, тияк? Мы подкову не кинем. Вы думаете, что я там пью, что, Валерий, так я ж адекватный зараз. Я что, пьяный, что? Я адекватный, Валерий Астукевич, да. Во имя Новой Беларуси. Аби нас Беларусь не кинула, Валерий. Иисус Христос так само пил. Вы не забылись, вот, когда это в Кане Галилейской, где там он вина не хапила. И что он робит? Он перетворяя воду в вино. Пить это не грех. Упиваться грех. А это, разумеется, во имя Новой Беларуси мы чули, как там, что там во имя Новой Беларуси и кто там, что там робил. Главное быть людьми и людьми заставаться. Анатолий Сыс был хороший. Еще бы. Ну, Слава, ты хочешь провоцируешь меня, чтобы я рассказал историю про то, как ты продал Смоленск белорусам. Так? Хорошо, Слава. Сыс не то, что хороший. Сыс в эту хату заходил кольки раз. Не кольки, а был вельми частым гостем. И бывая, приходит, мы выпиваем. Уже тогда я выпивал. И он, значится, Вероничка, а можно я полежу, як Миколка спит? А Миколка был, 2-3 года ему было. Вероника, иди гляди, но только не дай бог ты его разбудишь. И Сыс пришел в спальню. И през хвилин 20 приходится. Садится, молчить, потом през великую паузу говорить. Все верши отдал бы за сына. І ось, коли так уже, ну ти про Сиса, Слава вспомнив. Я зараз прочитаю вірш Анатолія Сиса. З його цикла, песни про сына. И вот, когда он пишет про сына, там в этом верше говорит, мне думается, что это он мил на увазі мені. Зараз не спитаєшся в Сиса. Для тих, хто не ведає, Сиса ховали от Дома литераторов на День перемоги. 9 мая 2005 года. До речі, на кон 9 мая. Первая смерть на 9 мая была у деда моего сябра. Он загинул у Берлине 9 мая 1945. А потом его Сиса ховали. А потом мой сябр детинства Сергей Давидович помер тоже 9 мая и ховали его. А потом мой швайер, старейший брат Вероники, в 2017 на 9 мая его ховали. Швагра мою, Павла. Вот и думайте, люди, что тот Бог так мне 9 мая долбить
і забирає самих родних. Може тому, що ми, білоруси, так і не отримали этой перемоги. І 9 мая это не наше свято. Може ми ще весь час воюємо і будемо воювати за свою волю. Вірш Анатолія Сиса на закінчення. Життя – камінь на барані. Тягну і нечто сею. А лёс попругой б'є мене. Я в полі і згибею. Мой сын загинув на войне. Тягну искруху сею, и он сгинул по моей вине. Я ж воевать не умею. Отправил сына за себе апошнім шляхом зребным, а сам застался на сялбе. Кому мой хлеб потребный? Его ни люди не едуть, ни коням на потраву. За сына все мне клянуть, что на войну отправил. Жена есть музою зовуть, з войны немая ходить, и только тыя со мной пьют, кто сына не народить. Бо кажуть, буде знову война. Тому сини навошта, мовляв, усікся сатана. Давно стяги площа. А муза змрочная молчить, а соловьи голосять, а под поэта закосить легче, чем сено косять. Мой сын не згинув на войне. Щасливий той, хто щирий. Хай Беларусь война мне за вас, за сына, с миром. Живе Беларусь и будет жить.